Салям алейкум. Одной из наиболее частых проблем осенне-летнего периода являются аллергии. Именно в теплое время года у многих людей проявляются обострения. О причинах возникновения и развития сегодня расскажет врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Лимара Абибулаева. Хош келдіңіз, Лимара ханым. Лимара ханым, что такое аллергии и почему у некоторых людей аллергии возникают, а у некоторых нет? Аллергия – это неспецифический ответ иммунной системы на попадание аллергенов извне, которые, в принципе, могут для обычных людей не предоставлять никакой угрозы. Разные факторы есть того, то есть это, конечно, генетический фактор, да, то есть в семье аллергиков зачастую, конечно, дети могут быть с аллергией, и плюс влияние окружающей среды. И иногда, в принципе, в совокупности это тоже дает усиливание, да, то есть проявление аллергии. Но даже генетический фактор не дает 100% того, что в этой семье будут именно дети аллергиками. То есть здесь в совокупности. То есть если больше, конечно, зачастую приходится встречаться с аллергеном, то тогда, да, это может спровоцировать аллергию. Угу. Может ли возникать аллергия от долгого контакта с аллергеном? Ну, в любом случае, да, аллергия – это повторное попадание аллергена в организм, то есть в какой-то период все равно происходит сенсибилизация, то есть в организм попадает аллерген, и в какой-то период иммунная система начинает неправильно работать, распознает его как чужеродный и дает такую вот аллергическую реакцию в виде иммунного ответа. На что чаще всего бывают аллергии? Чаще всего, в принципе, у нас это встречается, это полинозы, то есть аллергический ринит так проявляется, это чихание, зуд, носотечение, слезотечение и пищевые аллергии, конечно, это тоже очень часто. Но пищевые чаще бывают, они даже в детском периоде обнаруживаются. Полиноз может встречаться уже в более взрослом даже периоде проявления. Нужно ли аллергику полностью ограничивать себя от контакта с аллергенами? Если подтвержден аллерген, то есть и ты знаешь, что это аллергия, допустим, пищевая аллергия на условно там молоко, то значит, да, в рационе его быть не должно. Но это не значит, что из рациона нужно убирать все аллергены. То есть, да, есть аллергены, что там белок куриного яйца, сильный аллерген, соя, арахис. Но если у тебя аллергия на молоко, это не значит, что нужно все остальное тоже убирать. То есть убирается только именно аллерген, а остальное все, в принципе, продолжается, ну, как бы находиться в рационе. С полинозами чуть-чуть сложнее, потому что не выходить на улицу, к сожалению, мы не можем во время пылений. Ну, некоторые, если сильные проявления аллергии, просто спасаются тем, что уезжают на этот период из города или там вообще, в принципе, из страны. Человек столкнулся с аллергией первый раз. Что ему делать при подозрении на аллергию на то или иное? Нужно ли сдавать всю линейку аллергии на аллергены? Вот по поводу анализов, это, конечно, всегда лучше сначала обратиться к врачу. То есть он подберет, чтобы ко мне зачастую приходит на прием с вот такой стопкой анализов, на которую потрачено кучу денег и, в принципе, особо не информативных, то есть они и не нужны были. Поэтому, в первую очередь, это экономия времени. Если вы пришли на прием к врачу с хорошим сбором анамнеза, корректным, в принципе, не понадобится сдавать очень много анализов, а можно точечно выбрать для уточнения, а иногда бывает даже, в принципе, и анализов не нужно бывает, то есть мы это можем и симптоматически понять, поставить. Часто люди путают аллергию и простуду. Как их различить? Как понять, где простуда, где аллергия? Ну, в первую очередь, при простуде, как правило, это слабость, это ломота в теле, температура может подниматься. И, конечно, это может сопровождаться выделениями из носа, болью в горле. Здесь общие с аллергией могут быть выделения из носа. Но при аллергии это прям выделение, как вода. Оно сопровождается еще зудом и частыми чиханиями. Как правило, при простуде все-таки добавляются еще и другие симптомы. Угу. Что делать человеку, если у него аллергия не сильная, и он справляется с ней сам? Стоит ли идти к врачу? Либо купировать самому ее, продолжать? Я считаю, что все-таки обратиться нужно, потому что зачастую, это уже из опыта, в принципе, своего приемов, я поняла, что да, люди вроде бы справляются, купируют свои симптомы, но зачастую неправильно. Думаешь, вот вроде бы же это уже элементарно, вот так вот, но приходят, которые пользуются длительно сосудосуживающими препаратами, которые, в принципе, мы не используем при аллергии, то есть мы используем другого порядка препараты, и потом тем самым они вызывают еще у себя медикаментозный ринит с наслоением на аллергический, а потом это еще хуже. То есть первое время он может помогать, соответственно, потом после этого они не помогают. Плюс еще очень любят у нас
сделать укольчик, и все, и весь сезон аллергии они не мучаются. Колят зачастую стероидный препарат. Название не буду говорить, потому что некоторые могут побежать все-таки сказать: ой, мне это поможет. Но да, он может помочь. У кого-то помогает на 2 недели, у кого-то на сезон, у кого-то на несколько сезонов помогает, но в целом этот препарат системный, то есть его вводят внутрь, он с кровью распространяется по всему организму, он депонируется у нас в организме, и, соответственно, если его часто применять, а аллергия это будет ежегодно, и нужно будет, если часто его делать, то это проблемы с бесплодием, проблемы с сердцем, проблемы с надпочечниками и куча еще других ситуаций. Поэтому лучше не экспериментировать, а прийти к врачу на прием и подобрать правильно грамотную терапию. Может ли обычная аллергия привести к астме или еще другим каким-либо заболеваниям? Да, аллергический ринит очень часто становится, потому что если его правильно не купировать и не лечить, то может перерасти в бронхиальную астму. Можно ли как-то избавиться от аллергии? То есть детям перерасти, а человеку от нее полностью вылечиться? Ну, как правило, если это истинная аллергия, то не перерастается это, а вылечить можно. Единственный способ лечения аллергии, но, к сожалению, это относится только к полинозу, то есть к аллергическому риниту и к бронхиальной астме. То есть это то, что мы, когда реагируем на амброзию, на клещи домашней пыли, на грибки, то это осетерапия. Аллерген-специфическая иммунотерапия это в своем природе, она, то есть учит, в малых дозах мы вводим аллерген и учит организм правильно реагировать на него, и, соответственно, уменьшается проявление, иногда они просто вообще на нет сходят, и то есть это дает качественно жить человеку. Можно ли, либо нужно ли вакцинировать детей с аллергическими реакциями? Обязательно нужно. Аллергическая реакция не является противопоказанием к вакцинации. Единственная вот здесь поправка, что многие иногда считают, что там или аллергологи, или педиатры назначают, что вот нужно 3 дня до прививки попить антигистаминные, 3 дня после, чтобы уменьшить проявление. Это все заблуждение. То есть, в принципе, если в период ремиссии делается вакцинация, то никаких 3 дня до, 3 дня после антигистаминных пить не нужно. Нужно ли обследование для исключения аллергии на прививки перед непосредственно самой вакцинацией? Анализы мы, конечно, просто перед вакцинацией не сдаем, тем более, в принципе, даже если ребенок с аллергией, нет, если мы знаем, какая аллергия, но если в семье есть аллергия на белок куриного яйца, и мама переживает, что у ребенка тоже может наблюдаться это, так как некоторые вакцины культивируют именно на белке куриного яйца, соответственно, тогда можно пройти анализы, но это не 100%, ну, как бы обязательно. Что делать при острых аллергических реакциях, которые могут быть опасными для жизни? Ну, острые аллергические реакции, как правило, в принципе, если человек аллергик, он уже знает, что если он на что-то среагировал, то он в первую очередь принимает антигистаминный препарат. Если это не купируется в течение 20-30 минут, да, состояние, то, в принципе, в это время вызывается скорая помощь, и они могут уже оказать свою квалифицированную помощь. Иногда бывает такое, что, допустим, если острое состояние, там острая крапивница, у детей особенно, да, если наблюдается, то лучше не замедлить, давать антигистаминные, или вызывать сразу скорую, или ехать в приемный покой. Сауна Слимархана. Если вы обнаружили у себя симптомы аллергии, то это повод незамедлительно обратиться к врачу. Будьте здоровы!